Сегодняшний наш гость Олжас Умарович Сулейменов, поэт, писатель, дипломат, гражданский активист, общественный деятель. Олжас Умарович, здравствуйте. Здравствуйте. Я счастлива, что вы нашли время для нас, для нашего проекта «Астана Эмбасси». И, если честно, хочу сразу начать с вопроса о литературе, потому что для меня, вот, честно говоря, прежде всего поэт. Да, человек, которым я горжусь именно как казахским поэтом. В 60-е, 70-е годы, мне кажется, были такой золотой порой для литературы. И поэты были главные оппоненты власти всегда, вот именно в это время. Как вы считаете, что случилось? Почему вдруг вся эта активность поэтов спала, и сейчас, возможно, поэт не так гордо звучит и не так по-граждански, скажем так? Потому что во главе новых государств возникших не всегда попадались интеллигентные люди, которые мало читали в своей жизни. И, естественно, для них это была незначительная потеря литературы. Я помню, тогда в 60-е, 70-е годы у нас, да и в конце 80-х даже оставалось, тиражи наших книг были заоблачные, даже стихи выходили тиражами в 200 тысяч экземпляров. Сейчас это невероятно просто, вот. Да? Сейчас вот писатель должен собрать деньги, не только написать, собрать деньги для издания своих произведений. У нас сейчас 750 членов Союза писателей. Я не знаю, кто из них может собрать деньги на свою книгу. Нет такой возможности. Они бизнесом не занимаются. Единственный их бизнес – это вот ручка, тетрадка, лист А4, шариковая ручка, конечно. И стол, письменный стол, если у кого есть. Вот. В чем я тоже не уверен. И вот эта литература, так называемая наша казахская литература, которая была по-настоящему в 60-е, 70-е, в 20-м столетии возникла письменная литература. До этого у нас была в 19 веке еще устная литература, фольклор. Вот. Даже Абай наш замечательный не увидел своей книги напечатанной. О как! Первая книга вышла в Казани в 9 году, после его смерти. Вот так. И вот эту литературу надо было беречь, как зеницу ока, черт возьми. Потом следующих писателей 30-е годы расстреляли нахрен. Вот, не нужно. Даже Ауэзова, он еле вышел тогда из сталинской эпохи. И в 1951 году его хотели арестовать за национализм. О как! Сатпаева, нашего замечательного академика, первого, открывшего медные руды в Джесказгане, которым так пользуются легко там другие какие-то так называемые бизнесмены, которые даже не из Казахстана, я даже не знаю их фамилий. Вот это вот замечательного нашего академика первого тоже вместе с Ауэзовым хотели в 1951 году арестовать. Статья такая в «Казахстанской правде» нашей замечательной была. И им пришлось спасаться, они уехали в Москву.
Вот, и в Москве устроились кто профессором в МГУ Ауэзов, Сатпаева прибрали там, ученые московские. И этим самым сохранили до окончания сталинского периода. Вот. И литература наша началась по-настоящему. Это в 60-е, 70-е годы. О, как! Были самые подъемные десятилетия. Они были подъемные для экономики, потому что впервые у нас появились цифры. Каждый год 9% прибавка валового продукта внутреннего. Как в Китае сейчас стали публиковать такие данные. А у нас это было только в 60-е и 70-е годы. 80-е уже пропали. 90-е все уже. Нет было такого. Вот это все от невежества руководства. Просто невежество. Вот. Государство должно было сохранять литературу. У нас государство советское тогда заказывало мне или к любому члену Союза писателей книги. Вот. Издавало само. И само распространяло. И вот эта система, эту систему надо было обязательно сохранить. А то отмели, вот это советское все, ненужное нам. Мы независимы от этого. Вот. И сделали независимость от литературы, от культуры, от всего этого дела. Вот это сказывается на развитии новых поколений. Не читающий народ, он глупеет просто-напросто, естественно. И вот за 30 лет меня спрашивают, что у нас за 30 лет появилось благородного, хорошего. Я говорю, назовите мне, пожалуйста, хоть одно имя ученого великого за 30 лет воспитали бы. Писателя великого, художника, кинематографиста и так далее, и так далее, и так далее. Нет их. Вот. То, что было когда-то, немножечко так продолжалось. Вот у меня 85 лет, да, исполнилось, юбилей вроде. Баку собирается, предложил провести юбилей. Бакинцы провели 70-летие, 75 лет моих там. И вот предложили 85 лет провести. Я не успеваю собраться туда. Я обещал, что до ноября приеду. Вот. А родной Казахстан не может издать собрание сочинений моих к этому юбилею. Как-то у нас немножко сейчас грустно, да, но я знаю, что действительно в Азербайджане вас очень уважают. И я знаю причину. Основная причина в том, что вы были первый человек, первый известный человек, который поддержал тогда азербайджанцев во время конфликта в Нагорном Карабахе. И азербайджанский народ действительно до сих пор вас в этом плане очень чтит и уважает. Это вот, да, это... Но это было уже не поэт, а политик же, да, больше? Вы же тогда уже были, по сути, политиком. В Азербайджан я впервые приехал в 1975 году, когда вышла книга «Азия». Вот, и случились Дни советской литературы в Азербайджане. Вот, и я был в составе этой делегации нашей большой. Нас встречал Гейдар Алиев тогда,
великий Гейдар Алиев, которого я полюбил тогда еще. Вот. Потом уже чаще встречались. Тогда он сказал, прощаясь уже со всей делегацией перед отъездом, банкет, и он поднял тост, и он сказал, в то время это были очень смелые слова. Он сказал: Олжас, ты нужен не только казахам, Казахстану, ты нужен всем тюркам. О как! Ну вот сейчас выясняется, что Казахстану не нужен Сулейменов, а тюркам все еще нужен. И он будет нужен, безусловно, потому что я почти 50 лет занимаюсь восстановлением истории древнетюркского письма. Вот. И вот сейчас готовлю статью такую, обобщающую весь этот мой опыт, который я повезу в Баку. Алма-Ата не потребовала от меня вот этих знаний, которые я добыл за 50 лет. Вот, потому что не знаю, что... Может, в своем пророчестве, в своем отечестве просто нет пророка? Да нет, Так это же, как от с невежества нашего общего, которое начинается с самого верху. Это обидно, это обидно. Конечно, много сделано, скажем так. Это автоматически сделано за 30 лет. Что-то там прибавилось, но очень много убавилось ценного, от которого нельзя было отказываться, безусловно. А у нас так, все, что в прошлом, это проклятое прошлое. Вот, и туда оставили все. И книгу, литературу оставили там. Вот, и не востребована сейчас она. Пытаются что-то делать, даже Союз писателей сохранился, бедные. Ко мне приходят, что-то присылают новое, но я не вижу нового. Вижу, как уровень литературы опустился. Вот. И он не востребован государством. Государство, литература, культура не нужны. Так, формально соблюдается, если даже Министерство культуры и спорта они заодно создали. Вот. В советское время четко подразделяли Министерство кино, отдельное Госкино, которым я руководил тоже пару лет. Но тогда кино было настоящее. Было комитет по делам литературы, печати и так далее, и так далее. Не в кучу сваливали, а подраздельно все. И вот этот опыт упустили. И сейчас министерств у нас больше значительно, но они бесполезны в принципе. Производства нет никакого, тяжелой промышленности нет. Так все это на продажу нефть и газ добывают, но чужие организации, зарубежные. Я геолог сам по образованию, и я вижу, как вот за эти 30 лет ни одного нового месторождения не открыто. Все пытаются израсходовать те, что мы открыли раньше, геологи. Вот. А потому что геология, как научная геология или там поисковая геология, она требует больших средств, очень. А на это спонсоры, так называемые, не хотят тратиться. Они готовы только готовое уже использовать,
раскопать, достать, отлить, в офшоры забросить. И вот так и живем, опустошая добытые ранее недра. Это и металлы, это и уран, это нефть и газ. То, что мы сейчас проедаем. А с чем будем расплачиваться, я тоже не знаю. И народ не знает. За эти кредиты, которые так называемые, получаем от Китая и из других стран. Вот. А расплачиваться придется землей нашей территории. Другого нет уже. Нечем. Вот этот фонд, который накопили какой-то, его уже израсходовали, и вот за это тоже придется, за те долги, тоже придется уже набранные платить. Так что нехватка, вот та самая нехватка умственной энергии, которая произошла вместе с потерей литературы и искусства, оно сказывается сейчас и будет сказываться в дальнейшем. Вот это обидно. Обидно для наших малышей, для наше новое поколение, которое обладает страной, принесенной в жертву уже. Вот. Им придется расплачиваться за это, за промахи нынешних наших правителей, непонятных министров, которые меняются каждый день. И уже министры все не по кадровым ступеням поднимались, а на лифте. Вот. С самого пола берут, вставляют из подвала в лифт и возносит на вершину Олимпа. А он там не может, черт возьми, он не справится с этим. Незнакомая обстановка. И у нас готовят людей, не специалистов, а только на государственную службу. Ужас Омарович, вот в последнее время практически все наши гости, дипломаты, они первым делом вспоминают все-таки Неваду, Семипалатинск как главное достижение Казахстана за все эти последние 30 лет. Потому что действительно закрытие Семипалатинского полигона – это историческое событие, по большому счету. И вы были ведущим. Как вы считаете, почему это движение, по сути, не завершено в каком-то смысле? То есть полигоны закрыли, но ситуация лучше не стала. Люди продолжают страдать в этих регионах. И вообще ситуация с экологией тяжелая. То есть получается, что ваше движение, оно не оставило последователей после себя? Движение это... Конечно, я вот помню каждый день тех лет, лет этих было немного, 89-й год в основном, когда движение родилось, вот, и оно сделало свое главное дело в 89-м году. Вот 19 октября мы будем отмечать, мы – это активисты нашего движения, ветераны, будем отмечать день последнего взрыва. Вот. 23 февраля 1989 года в Союзе писателей вот этот митинг состоялся, на котором возникло движение Невада Семипалатинск. Вот. И на этом митинге народ хором, стоя, наказ дал сам себе закрыть полигон. Жайылсын полигон.
И вот этот наказ движения, уже активисты движения выполняли в течение полугода, скажем так. Мы остановили из 18 запланированных на тот год взрывов, испытаний, 11. Вот. Мы выступили против самого мощного военно-промышленного комплекса в мире. Вот. Я, как член Верховного Совета СССР и член коллегии МИД СССР, тогда они меня избрали прямо, как куратора антиядерного движения. Мы провели работу с Конгрессом США, с Сенатом США, с английскими парламентариями, с французскими парламентариями, с которыми сотрудничали в тот год и в следующий 90-й, и начало 91-го года, середину 91-го года, пока еще сохранялся Советский Союз, и мы уже почти вышли на договор о полном запрещении ядерного оружия. Вот какие вещи были. Тогда это было в начале января 91-го года по инициативе Невада Семипалатинск в Нью-Йорке в зале Организации Объединенных Наций мы провели конференцию, учредительную конференцию глобального антиядерного альянса, куда вошли все организации мира антиядерные, антивоенные. Вот. И мы постановили тогда первый год провести межпарламентский референдум с одним вопросом, чтобы 200 парламентов, их тогда было около 200, все должны ответить на один вопрос только. И ответить да или нет. Нам нужно ядерное оружие или нет? Вот. Мы такую программу поставили. И Альянс за это проголосовал. В зале сидел Шеварднадзе. Он по своим делам сидел, по государственным. Оказался он в этом зале, и он позвонил Горбачеву, говорит, вот здесь у нас такое происходит. И Сулейменов сказал, что будет Верховный Совет СССР первый проголосует, ответит на этот вопрос. Ну, и Горбачев, как сказал Эдуард Амбросович мне потом, не возражал, то есть не высказал такого резкого отрицательного мнения по этому поводу. Я знал, что наш Верховный Совет, в котором антиядерщики, организованные мною, их было треть, 150 с чем-то, из 500 депутатов, треть была антиядерщики. И они, конечно, проголосуют как следует. И вот можно было представить, что было бы в мире, если бы Верховный Совет, первый из 200 парламентов, сказал, нет, ядерное оружие не нужно человечеству. Вот. А здесь Америка, с которым мы уже тоже парламентская делегация
почти договорились, и они бы не отстали тоже. И я думаю, что тогда и остальные ядерные державы, Франция, Англия и Китай, вынуждены были отказаться от этого оружия. Вот что было тогда, перед чем весь мир стоял. И мы тогда наняли самолет, уговорили кого-то, я уже не помню. И такая межпарламентская делегация впервые образовалась. Вот, куда вошли Верховный Совет, члены Верховного Совета Сулейменов и Велихов Евгений, вот директор Курчатовского института. Вот. 2 парламентария английского парламента, 2 от американского сената, 2 от Конгресса американского. Вот. Но Велихов заболел, он не полетел, поэтому я как бы один представлял Верховный Совет СССР. И мы полетели сначала в Москву, встретились с Горбачевым, доложили об этой программе. От него полетели в Лондон сразу, в тот же день, тот же вечер. Вот. Но тогда смена была правительств, и новый премьер-министр еще не утвердился, и нас принял военный министр. Мы ему доложили эту программу. И на утро вылетели в Вашингтон. Вот. В Вашингтоне Белый дом мы прошли без проблем, но не было Буша. Президент был в Мексике в этот момент. Нас принял его советник по обороне, ну, главное, второе лицо в Белом доме практически. Мы ему все доложили, рассказали, вот, заручились как бы поддержкой его. И когда вышли от него, в коридоре встретили Буша, а он прилетел только что и еще устал из самолета и возвращался в свой кабинет, шел в сторону своего кабинета. И мы на ходу ему все это тоже объясняли. Его эти депутаты, вот, но мы при этом присутствовали. То есть дело необыкновенно на хорошем ходу было. Вот-вот должно было состояться. Это было лето 91-го года. А в августе вот случился то, что случилось, ГКЧП и все прочее. Советский Союз распался. Пьяница Ельцин вообще окончательно развалил его. Вот. И мечта человечества не осуществилась тогда, к сожалению. Вот об этом наше, допустим, наше издательство не заказали мне рассказать. Ну почему вот? Это неинтересно ни президентам нашим, ни парламенту нашему, никому, интеллигенции. Вот. Но я бы даже
Если успею, я сам это напишу. Правда, журналист московский Снегирев, с которым мы случайно встретились где-то в Праге, он был, да, 9 мая. Не в Праге, а в Карловых Варах. Вот. Тогда консул российский собрал на своей территории такой обед солдатский. Там стояла полевая кухня, каша, по водочке давали всем. И меня пригласили. Вот. И там оказалось несколько россиян. И вот Снегирев подошел ко мне, говорит: вы Олжас Сулейменов? Я говорю: да, я. Вот он обрадовался и не отставал, пока я не дал ему согласия рассказать что-нибудь такое. Вот. И он выпустил книжку в серии «Жизнь замечательных людей», вот, которую, конечно, Казахстан не заказал не сюда для продажи. Олжас Омарович, мы как раз сейчас вам предоставляем возможность рассказать все нашим казахстанским гражданам. Да, вспомнить все это. Расскажите, что-то. Вы провели практически 30 лет, получается, в Европе, работали послом в разных странах. Италия, Франция, в ЮНЕСКО были. Ну, по сути, в ЮНЕСКО вы до сих пор являетесь одним из представителей Казахстана в ЮНЕСКО. Можете вспомнить, как вообще, с какими чувствами вы поехали туда? Потому что человек, который живет всегда в таком активном режиме, как вы, то есть активный гражданин, Ну, тогда вдруг приезжает, было, да, получается, понятно. по сути, в ссылку, да, вас послали? Или это была все-таки почетная ссылка? Как можно сказать в этот период? Ну да, скорее всего, да, это определение точное, почетная ссылка. Ну, мне такое... Потом, когда Горбачев приехал как-то сюда, вот это несколько лет назад, он встречался с Нурсултаном Назарбаевым, и после этого дал интервью в газете «Московской». Он сказал, что я после разговора с ним пожалел, что не отправил Ельцина в какую-то послом в какую-нибудь страну. Видали, какой он вывод сделал, о чем говорил Назарбаев ему? Каким образом избавляться от возможных противников. Ну что же, если раньше посылали Магадан, моего отца, допустим, то если сыновей посылает в Италию, ну это такой выход более гуманный, я считаю, правильный. Вот. Италия на самом деле... Просто я увидел, что здесь делать уже нечего. Просто-напросто. В 95... Это когда было? 95-й, по-моему, год. Да. В марте 95-го года, когда распустили Верховный Совет, 12-й Верховный Совет, а распустили очень просто. Я съездил в Джамбул, Джамбульскую область, потому что был сигнал мне, что химкомбинат у нас остановился. Тот самый химкомбинат, который вся страна строила тогда. Вот. Вся страна, я имею в виду, Советский Союз. Построили выдающийся химкомбинат, который мог обеспечить химией, ну, сельское хозяйство и военную промышленность и так далее, многих стран.
Но он оказался на свою беду конкурентом американского химического комбината. Вот, и когда произошел развал Советского Союза, американцы уже требовали закрыть этот полигон конкурента. Вот. Ну, при этом, естественно, не бесплатно для тех, кто закроет. Видимо, так. И так и поступили. Я съездил, посмотрел. Химкомбинат могучий. И рядом сырьевая база. Рядом. В той же Жамбульской области. Пустые цеха с выбитыми стеклами. Пустые город практически с выбитыми стеклами. Вот какая картина. Все собак и кошек съели эти рабочие, лишившиеся работы. Ладно, я зашел к руководителю области, уважаемый человек, любитель китайской какой-то литературы. Я уже забыл, как назывался этот китайский философ, которого он читал. Я спрашиваю, что такое, что случилось? Да, узбеки повысили цену на газ. Как повысили? Да, сейчас газ уже 2 года, 2 или 3 года, это было 95-м, да. 3 года уже по $220 за 1000 кубометров газа. Я говорю, слушайте, узбеки продают газ в Киев на Украину. Это все-таки 3000 километров тянуть надо. Вот. Они продают за $70. А здесь, Джамбульская область, она рядом же с Узбекистаном, за 220. Как так? Не понимаю я это. Ну, начал соображать. Приехал в Алма-Ату, вышел на трибуну и сказал, вот так... Давайте выясним, кто покупает этот газ из Казахстана. Почему вот до Джамбула доходит он по такой цене? Это было накануне 8 марта. Депутаты, естественно, давно готовились поехать по своим округам, повеселиться. Мы ушли на обед. После обеда пришел заместитель председателя Совмина нашего. Я помнил еще вчера, позавчера его фамилию известную. Ну ладно, это легко устанавливается. Это 95-й, начало марта 95-го года. Он после обеда появился, вышел на трибуну и говорит, дорогие друзья, я пришел с хорошей вестью. Цены на газ теперь будут $26 за тонну. Во. С 226. Тогда я после него вышел. Мы договорились, говорит, с узбеками.
цены теперь будет 26 за 1000 кубометров. Тогда я выступил и сказал: друзья мои, не надо сейчас нам никуда ехать на отдых 8 марта, а надо поговорить и выяснить, каким образом 3 года газ шел по такой цене, и во что это стало для Казахстана, и кто от этого обогатился в Казахстане. Давайте разберемся, создадим комиссию депутатскую и займемся по-настоящему делом. Потому что, я говорю, сразу теперь ясно, что и как. Не надо никуда ехать, иначе здесь все будет как следует кому-то. И депутатский корпус распустили сразу. Вот и все. Потому что вспомнили, что при выборах в 1994 году Татьяна Квитконская пожаловалась на какой-то участок, что ее голос не дочитали. Вот. И тогда я сказал, да, вот, Верховный Совет в России распускали танками, а нам хватило одной танки, для нашего Верховного Совета. Вот так. И когда, естественно, это назревал настоящий бунт, вот, и наше движение, и партия, Народный конгресс Казахстана ждали от меня указаний на этот счет. А я понял, что ни одна революция не принесла пользу в 20 веке никакому народу. Опять возбуждать, все равно проиграют республика. Я согласился на Италию. Вот. Но в Италии на самом деле это было тогда роскошная поездка для меня. Почему? Потому что я как политик сразу же вмешался в их выборный процесс. Каким образом? В это время шли выборы нового премьер-министра. Берлускони воевал, миллиардер Берлускони воевал с Романом Проди. Роман Проди, он ученый, преподаватель, профессор, настоящий интеллигент. Я взял их программу, почитал и увидел, конечно же, Роман Проди это на несколько голов выше Берлускони. Вот, потому что во главе страны обязательно должны интеллектуальные элиты стоять. Вот. И я написал письмо Роману Проди, что я не имею права голосовать за вас, но я прочел вашу программу, был на ваших митингах, там на площадях. Вот. И я считаю, что если вы придете к власти, Италия выиграет значительно. Не только Италия, но и Европа. И, вот. И привел какие-то выдержки из его программы, указав наиболее выгодные для Италии места. 9 апреля 1996 года состоялись выборы, и Роман Проди победил. О как! А 10 апреля я получил письмо от него. Вот.
наше посольство пришло, где Роман Проди, у меня был переводчик замечательный, Жан Кенджегулов. Такого у нас... Он потом пропал куда-то, непонятно, после того, как мы уехали оттуда. Его не сохранили. МИДу я советовал сохранить Кенджегулову, потому что другого такого переводчика в Казахстане нет. Вот. У него мама была преподавателем итальянского языка в консерватории в нашей. Вот. И он с детства знал этот итальянский. Конечно, и он говорил как интеллигент итальянский, образованный, вот так. И этим очень подкупал вот этих своих собеседников. Вот, и мы написали ему то письмо вместе с ним. И после этого, конечно же, у нас отношения с Италией сложились идеальные просто. На протяжении 5 лет никаких вопросов не возникало. Стоило мне позвонить туда, приемную, и через 15 минут мне отвечали: все, вас примет тогда, настолько-то. Вот. И не только нас, всех казахстанских министров, кто приезжал, все слово «Казахстан» стало для них святым. Во как. И Италия с единственным государством заключила договор о вечной дружбе с Казахстаном. Больше я не знаю других примеров. Но самое главное, то, что это отношение к нашей республике распространилось там по властным структурам и бизнеса тоже. И вот там Аджип, с которой Казахстан сотрудничал тогда, нефтяная компания, а директором Аджипа был сицилийский какой-то Маската человек, с которым мы сошлись даже за столом неоднократно. С ним приятно было посидеть, он замечательный человек. И Жан, я и втроем мы говорим на разные темы, и политические в том числе. И однажды вот за бокалом он сказал довольно интересную вещь. Он сказал: сицилийцы вообще народ очень откровенный, хотя они могут и зажато держать все в себе. Но когда они хорошо расположены к тебе, они пойдут на все, на любую откровенность. Вот. И он говорит: вы знаете, что вас, вашу республику сейчас просто грабят. Все новые республики, сейчас весь Запад накинулся, говорит, и грабит. Ну, каким образом, да. Ну, вот мы тоже заключили контракт на 40 лет. Естественно, заплатили за этот контракт тому, кто подписывал. Но вот неправильный контракт, потому что мы написали, что налог надо платить
с прибыли, с нашей прибыли. Вот у нас появятся прибыли, и мы с этой прибыли вам заплатим налог. И так во все, это однотипный контракт, все иностранцы так заключают с Казахстаном соглашение. А у меня любой бухгалтер, когда нужно, покажет, что никакой прибыли нет у нас. Вот так. И налога нет, естественно. Хитрая какая тактика. А он, сицилиец, если обижают его друга, обманывают. Друга, это значит, его самого обманывают, оскорбляют, обижают. Вот это в нем сыграло. Нас он почувствовал друзьями и рассказал нам эту, как бы выручая республику. Я, естественно, написал большое письмо, после этого изучил это, в МИД. Так, в МИД был Касым-Жомарт тогда министром. Токаев написал в МИД. Видимо, потом оно пошло куда-то, куда следует, премьер-министру, естественно. Потому что МИД президенту не писал. Премьер-министру Кожегельдин. Кожегельдин, да. Вот это одно дело он все-таки доброе для Казахстана сделал, потому что тогда переделали контракт, заставили все контракты с американцами, со всеми другими контракты, налог платить с оборота, а не с прибыли. И появились деньги в Казахстане настоящие. Появились не только у тех, кто подписывал контракт, а в казне появились деньги. Вот что такое бывает в то время, что такое посол, отношения со страной. Так что я считаю, что я принес тогда пользу Казахстану в целом. Мой опыт посольский помог. И 5 лет, когда я провел, и Роман Проди перешел на другую работу, уже в Европу он ушел из Италии, стал председателем Европейского Союза. И я сказал: все, баста, хватит. Италия достаточно. Мандат посольский 5 лет, не надо пожизненно быть. И перешел тогда во Францию. Ну, Франция тоже в то время была очень интересная, потому что... Да, но там по-другому она... Вы там вмешивались в какие-то процессы политические? Потому что я знаю, что в то время очень много было разговоров о том, чтобы включать ли Турцию в состав Европейского Союза. Даже Оскар Д'Эстен выступала против того, чтобы мусульманская огромная страна вступала. А вы, как человек, который все-таки связан с тюрками и с мусульманами, ваша позиция там как-то прозвучала в те времена? ЮНЕСКО тогда на меня произвело впечатление такое, что они занимаются в основном пустыми делами. Вот. Не конкретика вся. Они тогда отрабатывали те деньги, которые получали в качестве взноса. Назначали своих представителей в разные страны. Ну, как и сейчас оно происходит. Но проектов никаких не было. Я и приехал туда и предложил целый ряд проектов.
И тогда директором был Мацуора, японец. Вот. Мы с ним сразу сработались тоже. Вот. Потом пришла директором болгарка. Ну, потом я вспомню, она долго была там. Вот с ней мы очень много... Ну, с ней можно было по-русски говорить, откровенно и очень много. Вот десятилетие сближения культур, которое в мире сейчас происходит, это мы с ней сделали. До этого было пробный год сближения культур. Я предложил, потому что сближение культуры – это сближение народов. Нам нужно уже сближать мусульман с христианами там, и так далее, тогда, чтобы избегать конфликтов. И это было в 10-м каком-то году, по-моему, или 8-м, я уже не помню. Да, конечно, это раньше было. Я туда приехал в 2001-м и был до 2013 или 2014. Мы там провели конгресс, то есть несколько международных конференций я провел по истории человечества. Выход из Африки, Homo sapiens, расселение по континентам. Вот я провел в Нью-Йорке конференцию на базе Колумбийского университета. Заселение Америки. Они поспорили, они сообщали, что сообщали старую заслуженную версию, что вот через Берингов перешеек или пролив полинезийские народы перешли в охоте за морским зверем в Аляску и так далее. И заселили Аляску, потом Северную Америку, а оттуда пошли в Южную Америку, заселили те же самые народы, индейцы так называемые, которых Колумб назвал индейцами. Вот. Я выступил против, сказал, что Северную Америку, возможно, так заселили, но Южную иначе, по другому маршруту. Южную напрямик с Юго-Восточной Азии через океан. Ведущий профессор тогда Колумбийский университет, он вел это заседание, потом говорит, наверное, в то время были океанские пароходы, поэтому можно было перейти. Посмеялся так. И эти слушатели тоже якобы поаплодировали даже этой шутке. Но я все-таки настаивал, говорю, да, океанских пароходов не было бы. Наверное, и когда Австралию заселяли 70 тысяч лет назад, пришедшие из Африки Homo sapiens, заселили ли без пароходов океанских? Заселили. Поэтому будем исходить из статус-кво. Факт есть, вот они оказались там. А как они оказались, давайте выяснять потихонечку. На это требуются серьезные разработки там и все прочее.
Ну, те остались при своем мнении, ладно. Так я тогда следующую конференцию провел в Сеуле, заселение Юго-Восточной Азии. Вот. Откуда они пошли туда, в Южную Америку. Майя, ацтеки, инки и другие аборигены этого. Вот. И это было важное очень направление. Оно и сейчас не изученное. Все висит. Вот, как заселили Европу. Мы в 2014 году провели конференцию уже в Мадриде. Не в Мадриде, в Испании. Население Европы. И так далее. Седьмую конференцию мы уже провели в Москве. В университете «Дружба народов». О том, как Великий Шелковый путь вызвал великое переселение народов. Кого-то загнали в Европу, вот венгров, например, и других. Кого-то в леса, в болота и так далее. Ну вот такие какие-то проекты были интересные. Ну, в итоге вот десятилетие сближения культуры мы до следующего года оно продолжается. Ну, тоже так, название одно, а насколько оно сближает, потому что нужно же работать, узнавать, а работает только Центр сближения культуры, вот наш, который я руковожу. Мы проводим конференции, мы работаем над этой историей письменности и религий и так далее, и так далее. Но опять это должна быть более настойчивая и более масштабная работа. Вот так. Ужас Умарович, огромное спасибо за интервью. Я вам хочу пожелать, во-первых, здоровья крепкого и уверить вас в том, что Погромче, в Казахстане очень вас уважают, ценят и считают, что вы одна из мощнейших исторических фигур нынешнего столетия и прошлого столетия. Поэтому я хочу, чтобы вы действительно это знали, помнили, и ваше 85-летие, вообще все, что вы делали, и как поэт, как политический деятель, как общественный деятель, для каждого из нас, вот и для нашего проекта в частности, очень важно. Огромное вам спасибо, и я вам желаю дальнейшее, вот, сохранить вот эту вот вашу живость ума и желание вмешиваться в ход истории и вносить свою лепту. Я считаю, что вы до сих пор остаетесь таким мощным энерджайзером. Вот так, правильно, спасибо.